Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. 13 февраля в Якутии отметили День родного языка и письменности. Актриса Саха Академического театра имени Платона Аюнского Татьяна Легантьева передала свое поздравление в виде стиха о якутском языке. Давайте послушаем. Ол эйгин сакамтыла, уруй тыыннаах сакамтыла, ытырык сыр ыартүгеммер, ынтах беттах болар кеммер, ынырыктах ыархаңга, мүлгеннах мүчүргенге, тиях тыының су дирке, тиях сырдык жабу дирке, синбир, саргы жаян сахамтыла, уруй олук сахамтыла. Эйгин мин ыңырыягым, ияден мин қағытыягым. Туругура тупса тур, тирягаре чиңи тур, тоғойдору туаранис арғастары аханис, саргы жаян сахамтыла, сарыл сана сахамтыла. Сахатырын көліне, сахатеатрыттан. А Владимир Солодов тоже поздравил якутский народ с этим праздником и прочитал стихотворение Кандылуйбана «Сахалы Сангарабын». Давайте послушаем. Поэта Ивана Гоголева «Сахалы Сангарабын». Сахалы Сангарабын, Сахалы Сангарабын, Хамурах хар тылынан, Хубурдур муз тылынан, Хатанджи бар тылынан, Хангыл бурха тылынан, Олата Сангарабын. Сахалы Сангарабын, Сахалы Сангарабын, Намчи чорон тылынан, Нарын хамуз тылынан, Кирбет күнүм тылынан, Ирбет тоңум тылынан, Олата Сангарабын. Кстати, о якутском языке. Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного вечера, посвященного Дню родного языка и письменности, сообщил, что в 2023 году в республике будет построено более 20 школ со спецклассами с обучением на якутском языке. Отличная новость, правда? Мы уже рассказывали о том, что фильм якутского режиссера Максима Арбугаева «Выход» представлен на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Церемония состоится 13 марта, а пока режиссер принял участие в ланче номинантов премии «Оскар». Среди посетителей он встретил Тома Круза, Кейт Бланшетт, Стивена Спилберга. Сам режиссер рассказал в своих соцсетях о том, что больше всего потрясен встречей с английским телеоператором Роджером Диккенсом. Жительница села Ой-Хангаласского улуса Акулина Уваровская делает у себя дома колбасу. Для этого она приспособила мясорубку. В ее приготовлении она использует говядину, конину, свинину. По словам хозяюшки, такая колбаса очень вкусная, гораздо лучше готовой и наверняка полезнее. Тем временем новость из Тампонского улуса. Заводные скандинавки из Хандаги присоединились к флешмобу «Танцуют все». Женщины занимаются с пользой не только для физического здоровья, но и для эмоционального. А в Алданском улусе дошколятам провели квест-игру, нацеленную на профориентацию. В ней приняли участие воспитанники 15 детских садов. С премудростями разных профессий ознакомились и наши коллеги.
Определенно, подрастающее поколение в спасатели годится. Упражнения, требующие силы и ловкости, детвора выполняет без труда, да и со снаряжением управляется вполне прилично. А инструкторами выступают сотрудники МЧС. Станция спасателей стала одной из 6 работавших в городе мастеров, который образовался в детском саду «Снежинка». У нас дети попробуют себя в роли пожарных, тем самым они размотают рукав пожарный, подсоединят ствол пожарный и, соответственно, потом, как это делают наши пожарные, после пожаров соберут все и тем самым попробуют себя в роли пожарных. В квест-игре, нацеленной на профессиональное ориентирование, приняли участие воспитанники 15 детских садов района. Дошколятам предстояло пройти 6 пунктов, и на каждой они знакомились с определенной профессией. Так, на железнодорожной станции работали сигналисты, монтеры пути и даже строители, которые возвели железнодорожный вокзал. Нам некоторые предоставили прямо настоящее оборудование подотчетное, то есть именно то, которым пользуются сотрудники. Ну, конечно, невозможно погрузиться вот прям полностью в реалии, да, профессии, но максимально мы постарались. Кое-кто нам из сотрудников пришел помогать. В одном из кабинетов расположился учебный пункт. К счастью, пострадавших и раненых здесь нет, а вот умения оказывать помощь могут оказаться весьма полезными. Знаниями с дошколятами поделились студенты медколледжа. Пока одна группа курсантов училась пеленать младенцев и перевязывать раны, их сверстники постигли детали процесса добычи золота. В каждой группе, в любом детском саду есть множество сюжетно-ролевых игр. Конечно, эти профессии для них не новы. Но вот так, чтобы прийти в другое место и попробовать предметы, вот эти, которыми работают люди, погрузиться, посмотреть на человека, это, конечно, уже немножко другой уровень. Ну и да, возможно, мы кого-то подтолкнем к выбору своей профессии. В банке каждый гость испытал силы на поприще кассира, счетовода и инкассатора. Ребята научились отличать настоящие купюры от фальшивых и попробовали работать с настоящей техникой. Финансовое дело увлекло мальчишек и девчонок не меньше, чем другие профессии. Ну, в основном сейчас по опросам дети хотят стать врачами, воспитателями, учителями, космонавтами как-то вот не слышно. На станции театрального искусства детвору ожидал вовсе не праздник и не веселое представление. Здесь ребята попробовали себя в качестве режиссеров, сценаристов, костюмеров и гримеров. Эта работа, как, впрочем, и другие, оказалась совсем непростой, но очень интересной. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. И напоследок хотим показать вам видео, которое специально для нашей передачи сняли дети из Сунтара, Сунтарского улуса. Там состоялась выставка, на которой воспитанники детского центра творчества представили свои поделки. Давайте посмотрим. Всем привет! Меня зовут Егор Чубыков, Оля Игнатьева. Мы сейчас находимся в центре детского творчества. На этой неделе будет выставка «Мое хобби». Давайте с нами посмотрим. Здравствуй, Аделаида. Здравствуй. Тебе сколько лет? Мне 9 лет. В каком ты классе учишься? Я учусь в 3 Г-классе. В каких ты кружках ходишь? Я хожу в шитье, шахматы, 3D-ручка и робототехника. Как ты успеваешь делать таких прекрасных драконов? Я их делаю в свободное время. Какое твое хобби? Мое хобби – делать драконов из бумаги и собирать их фигурки. Какой твой самый любимый дракон? У меня нет любимого дракона, потому что они не все мои любимые. Хорошо. Твой любимый дракон, который тебе больше всех нравится, который ты без ума от него. Ладно, вы меня раскусили. Мой любимый дракон – это вот. Хорошо. Это твоя коллекция, да? Да. Сколько лет ты их копила? Я не знаю, но, наверное, когда мне было 6 где-то или 7. А у тебя есть какие-нибудь другие увлечения? У меня... Я очень люблю рисовать. Еще я на технологии очень люблю делать всякие поделки. Спасибо тебе за интервью. Желаю тебе творческих успехов. Спасибо. А с вами была Оля Игнатьева. А что это такое? Это дракон на руку, но не такие бумажные, а из пластика.
И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Свои интересные новости присылайте на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.